Гастрофестиваль называется «Вкус осени Фейхоа». Но абхазская осень богата не только на этот фрукт. Мандарин, хурма, молочные продукты и мясо. Все, чем богата Абхазия не только осенью, но и круглый год. Чтобы продлить жизнь самому главному абхазскому фрукту – мандарину, чаще всего из него изготавливают сок – кисло-сладкий, с терпкой, освежающей ноткой. На этом фестивале мандариновый сок привлек внимание, но самые большие очереди скопились все же у стенда «Апацхи-Бзыбь». Все хотели отведать фаршированную говяжью лопатку и окуться быстрой прямо с огня. По словам шеф-повара ресторана традиционной абхазской кухни, участие в подобных фестивалях помогает продвигать национальную культуру и традиции. Мы хотим сохранить нашу культуру, передать им новому поколению то, что передавали нам наши предки. Вот мясо коптится у нас, фасоль, мамалыга. Ну, нашу традиционную культуру абхазскую, наше абхазское застолье. Хотим передать новому поколению. А ведь это и есть основная задача гастрофестиваля – познакомить гостей, да и жителей Абхазии с традиционной культурой через кухню. На самом деле сегодняшний гастрономический праздник здесь проходит, потому что мы с командой действительно считаем, что нужно создавать такие точки притяжения, которые будут привлекать гостей сюда, в Абхазию, не только в туристический сезон. Это и в рамках проекта Министерства по туризму, по развитию событийного туризма. И, в принципе, просто для того, чтобы сюда как можно чаще приезжали люди не только купаться в море. И в целом, посмотри, какая здесь обстановка, много гостей, прекрасная, чудесная погода, несмотря на то, что завтра уже начинается зима. И вторая задача, которую мы ставим как организаторы, это продемонстрировать и разрекламировать нашу абхазскую кухню, потому что здесь представлено очень много рестораторов из разных районов Абхазии. Они готовились, кто-то подготовил специальные блюда, в том числе и из Фейхоа. Да, Фестиваль собрал в основном местных жителей, но, по словам сторонних наблюдателей, подобные мероприятия могут стать фактором расширения туристического сезона, то есть привлечения в республику отдыхающих в конце осени, начале зимы, когда в Абхазии стоит теплая погода и поспевают самые вкусные фрукты – хурма, мандарин и фейхоа. Мне кажется, что это очень аутентично, отражает дух Абхазии. Здесь пока что я вижу больше местных, но мне кажется, что это классное событие для протяжения туристического потока. То есть было бы здорово прям побольше сюда завозить туристов, может быть, блогеров задействовать российских, например, да, чтобы вот побольше известность приобрело это событие. Мне очень душевненько. То есть. Для абхазских предпринимателей подобные фестивали – возможность познакомиться со своим потребителем и расширить круг поклонников своего товара. Ведь многое из того, что было представлено на фестивале – нишевый продукт. Те лица, которые приходят ко мне, да, уже несколько лет подряд, я их уже наизусть знаю. Но есть и те, кто просто чисто случайно решили попробовать. Таких, конечно, немного, но это приятно. А так, что прям это с большими шагами вперед. Нет, просто действительно продукт, нельзя сказать, что он эксклюзивный. Это продукт для определенного момента жизни, да? Посидеть с любимой или отметить какой-то праздник. Или просто, когда тебе тоскливо, это эндорфины, энкефалины, точно так же, как шоколад, сыр, это именно это, почему бы и нет. Малые винные производства также были представлены на гастрофестивале. И еще один вкус абхазской осени, ну, конечно, не только осени, а всего года, это вкус вина. Конкретно в этом бокале Бака Нуар, выращенный в 2022 году в селе Бзыбь. Для небольших производств такие мероприятия – шанс продвинуть свой продукт и познакомиться с коллегами и конкурентами. Здесь очень весело, много народу, оживленно. Улыбка невольно вырисовывается на лице. Пусть таких мероприятий в Абхазии будет больше. Мы счастливы здесь находиться. Пока взрослые были заняты дегустацией вина и мяса, дети имели возможность поиграть и поучаствовать во флешмобе. У нас проходит флешмоб, мы делаем одну общую картину, общими усилиями, все подходят, каждый принимает участие. Она состоит из маленьких фрагментов, которые мы потом скомпонуем все вместе и подарим в одной из школ Абхазии. Также работал лекторий, где эксперты делились своими знаниями в самых разных областях. А когда стемнело, на площади у фонтанов завершился фестиваль большим концертом проекта «Народная сцена».
Финал народной сцены пройдет летом. Как рассказала автор проекта Тимур Таня, у начинающих абхазских звездочек будет возможность выступить вместе с прославленными артистами. А весной состоится конкурс среди детей. Порядка 250 человек мы просмотрели, и, если честно вам скажу, отобрали около 80. Это очень большой показатель. Это вот дети, которые реально могут выйти на сцену, уверенно выступить. Детей возраста от 8 до 12 лет мы решили сделать для них отдельный проект весной. Поэтому те, кто прошли, они без кастинга проходят у нас на этот вот конкурс. Поприветствовал артистов и зрителей президент Бадра Гунба. По его словам, Абхазия всегда славилась талантами. И то, как быстро проект «Народная сцена» собрал участников, напрямую свидетельствует об этом. Действительно, Абхазия всегда славилась своей самобытностью, культурой, традициями. Именно люди создавали все, что накоплено веками. И сегодня этот проект позволяет многим молодым людям реализовать свой талант, те возможности, которые у них сосредоточены. В этом проекте очень важно получить очень хороших профессиональных наставников, таких как Тимур Таня и вся та команда, которая сидит у нас сегодня в жюри. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко обратился со сцены к публике и выступающим, подчеркнув, что Абхазия – это не просто гостеприимный летний курорт, но страна с богатой культурой и историей, интересная в любое время года. Спасибо вам всем за то, что вы разрушаете стереотипы, потому что принято считать, что Абхазия удивительно гостеприимная земля, лучшее место для того, чтобы провести летний отдых, но осенью и зимой все замирает. И вот то, что сегодня набережная Диоскуров переполнена людьми, доказывает, что это неправда. Абхазия – гостеприимная земля 365 дней в году. Абхазская земля невероятно богата талантами. И поэтому проект «Народная сцена» дает возможность всем узнать, увидеть этих талантов и гордиться ими. Поэтому я хочу пожелать всем участникам реализовать себя, показать все, что вы можете, показать свой талант. Огромное спасибо организаторам, Тимур. Большое спасибо жюри. И я уверен, что каждый, кто выйдет на эту сцену, уже победитель. У меня просьба к вам, обязательно поддержите каждого участника, который выходит на эту сцену. Потому что каждый преодолел какой-то свой внутренний страх, свою внутреннюю скромность, но сумел выйти и показать свой талант. И все эти ребята невероятно талантливые. И я уверен, что о них узнает не только Абхазия, о них узнает Россия, а может быть и весь мир. Гастрофестиваль и концерт проекта «Народная сцена» стали главными событиями ушедшей осени. И еще раз показали, как богата Абхазия культурой, традициями и талантами. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.